Более 50 протоколов ГИБДД и практически полная ликвидация нелегальных пассажирских перевозок в городе. Таковы результаты первой недели проведения операции «Автобус в Сибае». Она началась одновременно со вступлением в силу поправок в Федеральный закон о транспортной безопасности и в минувший понедельник едва не спровоцировал настоящий транспортный коллапс в нашем городе. Десятки нелегальных водителей, побоявшись наказания, не рискнули выйти на привычный маршрут. Жители поселков Спутников, на жизни которых перебои с общественным транспортом отражаются сильнее всего, не смогли вовремя попасть на работу. Вчера стояли люди на остановках, не могли никуда уехать. Ну, долго стояли. Кто как уже потом добирался, рассасывались, потому что на работу все это. Я сегодня стояла где-то 40 минут, потом пришла домой, назад вернулась, позвонила в диспетчеру автовокзала. Она говорит, звоните 2006. Звонила, никто не берет трубку. Потом вызвала такси и поехала в Горгаз на такси за 70 рублей. Вчера сидела 50 минут, потому что автобуса не было. Сломался один, а другого ждали час. Причина сложившейся ситуации кроется в том, что в процессе насыщения городских маршрутов частными извозчиками приходилось сокращать число автобусов государственного автопарка. Продолжать курсировать в прежнем режиме становилось нерентабельно, штат был сокращен, и сегодня, после вступления в законную силу поправки, официальные перевозчики не смогли оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Сейчас, как наши жители города, наверное, обратили внимание, количество автобусов, конечно, уменьшилось по городу. Только работает Сибайская АТП, филиал ГУП «Башавтотранс». Вот. Но вывозку, конечно, пассажиров осуществляем со всех маршрутов. Да, действительно, где-то, может быть, и не хватает, но будем увеличивать количество рейсов на городских маршрутах. Вот. Ну, будем работать. В принципе, мы всегда и работали для населения. Теперь основное требование к водителям общественного транспорта – наличие согласованной карты маршрута. Она выдается муниципалитетам и предъявляет строгий регламент к техническому состоянию автотранспорта. И именно этот пункт вызывает существенные неудобства для нелегалов. Большинство из тех желтых, заметных в потоке маршрутных «Газелей», прежде чем попасть на улицы нашего города, откатали сотни тысяч километров по центральным проспектам Магнитогорска. Уже на дорогах Сибая не раз случались комичные ситуации, когда из-за поломки дверного механизма пассажиров переполненной маршрутки приходилось вызволять с помощью лома. Либо, что значительно опасней, давали сбой другие важные системы автотранспорта. Лишь по счастливой случайности подобная халатность не привела к серьезной трагедии на дорогах города. Потому инспекторы ГИБДД заверяют, усиленный контроль направлен в первую очередь на то, чтобы обезопасить жизнь самих пассажиров. Данное введение направлено в первую очередь, конечно, на безопасность пассажиров, чтобы водители ездили именно по маршруту, останавливались в нужных местах, именно остановочных, установленных местах, оборудованных остановках, для того, чтобы данный транспорт соответствовал всем техническим регламентам безопасности колес транспортных средств. За отсутствие маршрутной карты водителю автобуса грозит штраф в размере 5000 рублей, предпринимателю 30 тысяч. Тотальной проверке подвергаются и автобусы государственного автопарка. Газобаллонное оборудование, которым оснащены автобусы Сибайского филиала «Башавтотранс», с некоторых пор должно быть внесено в паспорт транспортного средства. Однако решение данного вопроса по заявлениям ответственных сторон носит скорее процессуальный характер и не займет много времени. В четверг, 28 июля, были оглашены результаты тендера, на основе которого будет формироваться новая карта маршрутов. И в целом ситуация с движением общественного транспорта в городе в скором времени должна нормализоваться. С увеличением пассажиропотока нам необходимо, и увеличивать подвижной состав на существующих маршрутах, чтобы наши пассажиры не чувствовали себя, что какой-то перевозчик ушел с рынка и, у них появились какие-то неудобства, они не могут до работы добраться, в ту же поликлинику, куда-то еще. Мы готовы к диалогу. Пусть обращаются пассажиры, рассмотрим все предложения и будем работать. Как работали, и будем работать, продолжать. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ.